Человек, пожалуй, это самое сложное, что есть в нашем мире. Антропология – одна из обширных и многообразных дисциплин. Она изучает человека во всех его проявлениях – культурном, лингвистическом, социальном, религиозном, политическом и экономическом. И эти изучения помогают понять законы, по которым живет общество. Знакомимся с этой наукой вместе с Русланом Рахимовым, доцентом программы АУЦА «Антропология и международное развитие». Кто я, что такое идентичность, как воспринимать общество, насколько важна культура, там, как связана вообще глобализация с местными процессами. Сейчас даже поднимаются вопросы про искусственный интеллект. Это тоже антрополог может это как бы помочь, объяснить или же проводить какие-то конкретные прикладные вещи. Все можно рассмотреть с точки зрения именно конкретных практик на местах и о том, что есть то, что мы говорим на словах и формализировано в законодательстве, но и есть еще и реальные практики, то, что происходит на местах. И задача антрополога взять это все в контексте, поженить, скажем так, разные представления и практики и прийти к более объективному пониманию мира через свой уникальный метод. АУЦА – один из немногих университетов Центральной Азии, где есть факультет антропологии. Для качественного преподавания здесь создана необходимая среда. У нас на самом деле на сегодняшний день есть 3 вида практики. Первое – это археологическая практика, то есть студенты выезжают на первом-втором курсе на раскопки с нашим археологом. И этнографическая практика – это также студенты проводят полевые исследования, так называемые полевые исследования в различных странах, близлежащих странах за счет университета. И третья практика – это стажировка. То есть мы стараемся направить студентов, или они сами находят в международных организациях, в проектах, для того, чтобы получить опыт и, соответственно, потом трудоустроиться, если представится такая возможность. На данный момент наши выпускники, они в основном стараются продолжить магистерское обучение за рубежом. Это в странах Европы или Америки, бывают там и азиатские страны. Именно по антропологии или смежные области. Почему? Потому что антропология очень востребована именно на Западе. Это люди, эксперты, которые могут, скажем так, объяснить, как функционирует культура, ментальность людей, поведение, местное сообщество Центральной Азии, вопросы идентичности, там, социально-политические процессы, экономические процессы, именно через культурную призму. Вот, то есть, во-первых, они идут поступать на магистратуру и дальше продолжать на докторские программы на Западе или в странах Азии, или же работать в международном секторе, потому что у нас сейчас факультет является как бы платформой для того, чтобы предоставлять экспертов именно для сектора международного развития, международных организаций ООН, системы ООН, там, каких-то других организаций. Потому что при осуществлении различных проектов нужны именно эксперты, которые могут именно сотрудничать с местными сообществами или объяснить какие-то культуральные вещи. Программа обучения антрополога включает в себя проведение многочисленных исследований. Здесь, конечно же, задают тон преподаватели, которые сами на регулярной основе участвуют в различных проектах. Я ездил в Иркутскую область проводить опрос и, скажем так, качественное исследование по климатическим изменениям, о том, что на самом деле происходит на местах, о том, как это сообщество воспринимает, какие практики, которые могут ухудшить или, наоборот, улучшить, и в том числе роль технологий. То есть были очень интересные моменты, и студенты видели вживую, что климат действительно меняется. Благодаря одной программе я провел исследование во французской деревне в Альпах, и поскольку я упоминал климатические изменения, у меня был такой сравнительный анализ о том, как климат воспринимается во французской сельской местности и вот как раз-таки, например, в Кыргызстане, о том, что как местные участники, акторы, они влияют на мобилизацию, да, ресурсов по отношению к
каким-то вопросам климатических изменений. И мне было очень интересно посмотреть, что, конечно, развитость, скажем, экономическая развитость, инфраструктура, она определенно играет большую роль в том, чтобы отвечать каким-то климатическим вызовам. Но не всегда. Все-таки мы приходим к выводу, что две вещи, они могут понизить какие-то риски или быть более подготовленным. Это вот первое о том, что позволять местным акторам, ассоциациям, например, быть более мобильными. Это во французском примере это был очень хороший такой яркий пример о том, что ассоциация играет большую роль. Да. У меня был классный просто проект исследовательский с моим коллегой во Франции, с профессором, которая является специалистом по Мексике. И она приехала сюда на Сан-Коль, а я поехал потом с ней в Мексику. То есть мы сравнивали культурное наследие и о том, как люди относятся к природе. Это был очень интересный проект, потому что потом мы написали совместную статью. И поехав, будучи тоже в мексиканской глубинке, я очень много понял о том, что на самом деле, конечно, мы все люди одинаковые на этой земле. Основным методом антропологов является погружение в изучаемое сообщество и наблюдение за ним в естественных условиях, а это требует особых профессиональных личностных навыков, граничащих с различными дисциплинами, знаний нескольких языков. Кстати, студенты программы «Антропология и международное развитие» ВАУЦА считаются самыми междисциплинарными. Екатерина Такамбаева, Бибек Джумабаев, ТВ-15.